Привет, я Максим Кардозу, а это Кардозу Ньюс, и сегодня поистине волшебный выпуск. Невероятные спасения, иностранная пресса о Якутии, дети-самородки и удивительные животные вундеркинды. По-другому и не скажешь. Ну что, бардовытышки? Ну а начать я хочу с действительно удивительной, уникальной ситуации, на мой взгляд. И вот слово «удивительно» я буду говорить здесь много и много раз, потому что это реально нереально. Наверное, многие из вас уже слышали историю жителя Среднеколымска, которому 68 лет. Это Митрофан Третьяков. Так вот, он голыми руками отбился от медведицы. В чем было дело? Значит, он пошел рыбачить на местное озеро и буквально несколько дней там занимался вот своим любимым делом. И вот в один из дней он возвращался к своей избушке и услышал лай двух своих собак. Он, значит, пошел разобраться, что там происходит, поднял голову вверх, оказывается, собаки загнали на дерево 3 маленьких медвежат. Вот это поворот! Различные журналисты приводят прямую речь самого Митрофана, и он рассказывает, что он действительно испугался, пытался убежать, но у него не получилось. Медведица тут же на него набросилась, сбила с ног, и он начал отбиваться руками. У него был нож, но обычный, но он даже не успел его достать. Говорят, что повезло Митрофану, что медведица не была голодная, что она его не убила, она побежала дальше отгонять собак от дерева, где сидели ее медвежата. Так вот, удивительно, друзья, что Митрофан, он не потерял сознание. Было прохладно довольно-таки. Он включил музыку себе для того, чтобы не заснуть, и позвонил жене, которая вызвала на помощь. А потом, просто тоже это удивительно, еще и руководил своей спасательной операцией. Он позвонил спасателям, которые туда моментально приехали, и пытался объяснить им, где же он находится. И все это время он, значит, лежит и истекает кровью. У него какие-то невероятные повреждения. А еще, представляете, работала связь. Связь работала, друзья, это просто какое-то чудо. Дальше, значит, эта история развивается тоже по нарастающей. Спасатели доставляют его в город, вывозить его дальше невозможно. И вот местные врачи буквально совершают чудо. Сейчас я вам прочитаю, я так воспроизвести не смогу, какие повреждения были вот у Митрофана на тот момент, когда он был доставлен вот в местную больницу. У пациента были повреждены височная, теменная и скуловая части лица. Оказался большой дефицит кожи, и вот врачи говорят, что они не понимали вообще, как собирать лицо обратно, из чего операция длилась 4,5 часа, друзья, и практически в полевых условиях это все происходило, то есть операционная не совсем была предназначена для таких сложных операций, и кроме ран на голове у пострадавшего были раны на спине, перелом нескольких ребер, оскольчатый перелом плеча. В общем, врачи совершили чудо. У нас волшебный сегодня выпуск, и Митрофан встал уже на ноги, пожелаем его здоровья. И вообще, конечно же, удивительная история. Сразу же многие начали ставить такую аналогию с фильмом «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, где на главного героя нападает медведь. Страшная, конечно, сцена, одна из ключевых в этом фильме. Кино, конечно, потрясающее. Медведь реалистичный, огромный, большой и пугающий. Причем, если продолжать вообще эту тему нападений, то они же случаются, оказывается, вот нападения медведей на людей, они не так редко происходят. Даже в нашей республике сразу же вспомнилась история, которая произошла в прошлом году, она тоже гремела. Следующая история произошла в Алданском районе. 37-летний Иван Кириллин собирал в лесу ягоды, и вот в этот момент он заметил, что к нему быстро приближается медведь. Что сделал Иван? Он побежал, пытался, значит, он отмахиваться палками от медведя, прятался за деревьями, но животное не отставало от него, и вот, значит, нагнало, и тут началась действительно настоящая борьба. Практически рукопашная. Иван говорит, что начал наносить медведю удары. В этот момент его крики услышали родственники, которые, слава богу, находились также рядом. У них было огнестрельное оружие. Они выстрелили в медведя, и вот медведь умер. Иван практически не пострадал. И вот он сам рассказывает, что если бы на его месте был какой-то менее подготовленный, спортивный человек, например, может быть, или женщина, или ребенок, то, конечно же, эта история могла закончиться намного плачевнее, потому что Иван говорит, что медведь хотел его просто съесть. А моим коллегам из РЕН-ТВ в прошлом году полюбилась другая история, которая тоже произошла в Якутии. Буквально вот год назад, практически уже в Мирнинском районе. Там Алина Долголюк, это вот девушка, она тоже спаслась чудом
от медведя. Вот Алина, значит, она работает или вахтером, или вот охранником такой большой базы, где хранятся различные продукты. И вот она заступила на дежурство и слышит, что ломаются доски, и она подумала, что это воришки. Выбежала сразу на улицу, гнаться за ворами. Вообще, конечно, смелая девушка, я честно могу сказать, потому что не каждый, наверное, так кинется самоотверженно. Так вот, когда она выбежала, она поняла, что это, оказывается, никакой не воришка, а это, может быть, действительно воришка, но это не человек, это оказался медведь. Я-то ожидала человека, а выходит большое тело мохнатое, рычит на меня, бежит на меня, а я в ступоре стою. В какой-то момент она начала бежать, но медведь ее нагнал. РЕН-ТВшные журналисты напирают на то, что девушку спас ее крик, что она начала неистово кричать на медведя, значит, животное так испугалось, что убежало. Ну, сама Алина рассказывает, ее спас мотоцикл, который стоял где-то недалеко, он вот упал, и вот звук от этого падающего предмета большого, он напугал медведя, хищника, и тот убежал. Но все равно Алина говорит, что она кричала. Также в этом материале приводится очень интересный один момент. Вот мужчина рассказывает, что медведи вообще на женщин не нападают. Они нападают в основном на мужчин, потому что мужчины это охотники, а женщины и дети, они вообще в безопасности. Это вот якобы по якутскому какому-то поверью. Мужчины, они сразу нападают. Они в нем видят своего охотника. Вот на детей, на женщин, он как сознание у медведя, как у человека. Он на слабых не нападает. Вообще, я слышал еще одно такое поверье, что если вы встречаете медведя в лесу, да, ну, женщины, то медведю нужно показать открытую грудь, и тогда он увидит, подумает, что это тоже медведь, и уйдет. Ну, не знаю, вот вы слышали про такое поверье или нет? Вообще, конечно, все эти три истории, они уникальны, удивительны, и людям удалось выжить встречи с медведем, действительно, некоторые вообще отделались таким легким испугом, получается. Но, конечно же, есть и случаи, когда такие встречи оказываются летальными для человека, и их становится больше, и медведи все чаще и чаще выходят к людям, потому что их гонят пожары, например, или вырубленные леса, они вынуждены искать себе пропитание в каком-то другом месте, часто приходят на помойки и оказываются в городских поселках. И таких историй действительно все больше и больше. Вот в интернете можно найти много роликов. Но давайте не будем сгущать краски. Я вот на этой теме хочу немножечко позитива добавить. Тоже на неделе появилось видео, правда, из Приморского края. Медвежонок застрял в окне многоэтажки. Медведь залез к нам в подъезд. В общем, закончилось все благополучно, он убежал обратно в лес, но вот сам факт того, что вот он искал, видимо, пропитание, забрался куда не нужно, а потом не мог выбраться. Предлагаю вам посмотреть еще одно видео, его сняли на Камчатке, оно достаточно забавное. Медвежонок забрался в жилой дом частный, значит, там пытался что-то своровать, что-то съесть, услышал, что люди проснулись и пытается убежать через окно, но у него ничего не получается. Куда ты нахуй? Жопа не была. Ну и будем надеяться, что встречи с медведями, они все-таки будут такими вот, как последние, такими забавными и смешными курьезами, а не нападениями. Ну и следующая новость, она пришла из океана и не очень веселая. Наша талантливая землячка Зарина Копырина, солистка группы Олакс, такой этнической. Наверное, многие вы о ней слышали и знаете. Так вот, она со своей группой же попала в эфир шоу американского America Got Talent. Это прекрасный, мощный проект на NBC, аналог нашей «Минуте славы». Зарина его покидает. Появилась информация, что у нее возникли какие-то проблемы с визой, и даже несмотря на то, что какие-то части шоу уже отсняты, еще не показаны, ей придется его покинуть. А шансы на прохождение все дальше и дальше, этап от этапа у Зарины действительно был. Первое ее выступление произвело настоящий фурор. It's so amazing. It's so different. Incredible! Standing out!
Зарина не новичок в подобных конкурсах, она участвовала и в европейских, и в российских различных музыкальных шоу, и, конечно же, у нее был большой потенциал, она могла продвигаться все дальше и дальше, показывать мощь своего вокала, этнику, какие-то коллаборации невероятные, все это бы звучало очень волшебно. Но вот приходится покидать это шоу. Но Зарина говорит, она не расстраивается. Они будут работать и дальше. И, может быть, в следующем году тоже примут участие в кастинге и будут добиваться победы уже с удвоенной силой. Не могу не сказать о финале конкурса «Миссис Россия-2020», который прошел недавно в Москве. В нем участвовала наша землячка, певица Дарья Лаврова. И заняла сразу 4 титула. Один из них позволил ей участвовать дальше, представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира», куда она уже готова отправиться. Так вот, мы с Дарьей сняли интервью для нашего YouTube-блога, и его можно посмотреть по ссылке, так что если вы еще не смотрели, вперед! Такая уродина, еще будешь представлять Якутию, что ли? Всегда найдутся те, кто тебя будут унижать или... У тебя есть хейтеры? Знаешь, еще какой момент был самым волнительным? Мои мозоли, на мои мозоли наступил ты. После выпуска, конечно же, досматриваем выпуск, а потом идем по ссылке и смотрим интервью Дарьи. Очень интересно. Кто-то делает ремонт. A few minutes later. Что-то я ждал, пока соседи закончат пользоваться дрелью в воскресенье. Но ладно, я думаю, это нам не помешает. Итак, продолжая иностранную повестку. На этой неделе появилась информация, что журнал Forbes Woman опубликовал список из 10 мэров, куда попала Сардана Авксентьева, причем наряду с мэрами европейских городов, американских и японских. Не сенсация ли это? Это, мне кажется, очень круто. Сразу же некоторые начали говорить, что это все куплено, что это проплачено, что это все не просто так. Вот якутский мэр не может попасть на страницы мирового глянцевого издания, такого авторитетного. И вот мои коллеги из Сахады, они сделали расследование свое такое мини. Они позвонили в редакцию Forbes Woman и выяснили, почему они решили остановиться на Сардане Авксентьевой. И там в редакции им ответили: ничего очень сложного. Вообще мэров крупных городов более или менее не так много на земле, тем более в России. А Сардана Авксентьева, она в информационном поле находится очень мощном. Потому что российские, особенно журналисты, ее очень любят. О ней было очень много статей, она выступала на радио, на телевидении. Вот когда она только вступила в должность, действительно, она так гремела. Какие-то вот ее первые действия все сразу же подхватывали. И даже люди, которые никогда, может быть, не слышали о Якутске, услышали о Якутске и о его новом мэре. В Forbes очень все просто объяснили. Было лишь 3 критерия, друзья. 3. Это мэр должен быть мэром. Мэр должен быть женщиной, и женщина-мэр должна что-то в городе делать. 3 критерия, ну и по всем 3 Сардана Авксентьева, конечно же, подходит. И вот я еще раз говорю, что информационный флер у нее очень мощный, бэкграунд такой вот, вот информационный. Конечно, когда ты натыкаешься на какие-то статьи, она сразу же вскакивает, и иностранный журналист, делая такой материал, конечно же, он будет основываться именно на этом. Никакой конспирологии здесь я вообще не вижу. Нужно просто порадоваться, что Якутск промелькнул в Форбсе. И будем надеяться, что наш город действительно будет лучше и дороги построят. Вовремя еще до снега. Ну а снег действительно не за горами, хотя всего лишь конец августа. Но уже гидрометцентр предупреждает о первых заморозках на территории России. И они лишь в 2 регионах. И какие это регионы, друзья? Конечно же, это, ну ладно, Магаданская область и Якутия. И до -7 обещают в нашей республике гидрометцентр. Лето кончилось. Все. Удивительно. Новости опять из Среднеколымска. Друзья, и теперь поговорим о настоящем таком ребенке, чудо-ребенке. Мои коллеги из телеканала Якутия-24 сделали очень симпатичный материал про 14-летнего парня. Это Николай Агапов. Он смастерил из своего велосипеда мотоцикл. Ну вот просил он у родителей: ну купите мне мотоцикл, купите. Они говорят: нет, а он сказал: ну и ладно, я пойду и сам и сделаю.
и сделал, и молодец. В общем, в сюжете рассказывается, ссылочку я оставлю на него обязательно в описании. Посмотрите, зайдите, там рассказывается, что парень действительно, у парня золотые руки, он все умеет, и проводку чинить, там что-то еще, что-то он варит, что-то делает. В общем, главное всю эту энергию, да, в благое русло, в благое дело, и все тогда у него будет хорошо. Потому что даже иногда взрослые люди с опытом, так сказать, которые знают, как обращаться со сварочным аппаратом, делают странные вещи. Полтора часа. Давай додумайся, в Инстаграм выложи, дура. Ну и обсудим еще один материал от Якутии 24, и он такой мимими, что просто невозможно. Я смотрел, думаю... Так вот, жатайский лабрадор по имени Дина умеет играть в бильярд. Хозяин рассказывает, что он заметил, как собака с азартом следит за бильярдом. Она осознанно, значит, следит за траекторией движения шарика. Она его не хватает зубами. Она может его толкнуть, значит, следит. И в ней действительно просыпаются какие-то инстинкты игрока настоящего. И он решил развивать в ней этот навык. И получается, когда смотришь, действительно кажется, что собака играет в бильярд. Это вот достаточно такой тоже момент, такой переломный. Именно научить собачку именно лапой толкать. На этом у меня все. Ставим лайк, подписываемся, нажимаем на колокольчик, оставляем комментарии. Все это помогает продвижению видео и вообще моего канала. Я Максим Кардозу. Всем пока и до новых встреч.